Сперва подумал, что это просто очередная свалка. Мебель, бочки. Но тут оказывается, люди так отдыхают. Вот. Получается, это штаб, наверное. Вот. Шампуры. Рябчик тут зимовал. Стулья. Мангал. И это... Здесь рядом дорожка вообще нету для машин. Получается, они пешком, что ли. Тут рядом с несанкционированной свалкой есть. Метрах 100, 120, 150. Оттуда, получается, они все это натаскали. И решили здесь типа штаба, что ли, место отдыха устроить. Вот рябчик. Зимовал, тут лунка была раньше. Все растаяло. Где-то тут рябчики должны быть. Бородатая несыть. Вот тут у него, кажется, гнездо. Нацелился на это гнездо и охраняет ее. Случайно заметил. Еще не боится. Теплой машины не вытаскиваешь. У меня тут сумка в тепле была, оказывается. Теплая была. Чуть-чуть искажение идет. Когда снимаешь. Есть же вот теплый воздух и холодный воздух, когда смешивается. Такая, как будто муар или как-то. Короче, алган хамсыр. Диффузия происходит. И поэтому четкость тоже страдает из-за этого. Сейчас будем снимать вот так. Положив фотоаппарат на монопод, чтобы не было тряски. Так, пускай. Получается, он весь в кадр помещается. Правило 3. Не забываем. Так. Если птица не пугливая, можно вокруг ходить, чтобы получился удачная композиция. То получается, с одной точки снимаешь, а там то ветка мешает, то фон плохой. Поэтому можно вот тихо ходить вокруг, не приближаясь, главное, чтобы птица не улетела. Кстати, скажу, почему я сюда подошел. Я там по дороге шел. И тут услышал какие-то странные звуки. Оказывается, вот бородатая несыть такие звуки издает. Какие-то тихие. Сейчас только что-то подходил, потом увидел вот это гнездо. Решил посмотреть на это гнездо. И увидел вот сову. Не то, что сову, не ясыть бородатый. Такая удача.
услышал. Вышел на дорогу, по которой шел. Сова стала чаще издавать звуки. Самое главное на фотоохоте — это чтобы долго не беспокоить птиц. Вот сфотографировали и отошли. То, когда я там находился, птица явно беспокоилась, издавала реже звуки свои, вот эти позывки маленькие. И я через 5 минут где-то сразу ушел. По такому глубокому снегу переходил по своим следам. Чуть легче. Солнышко проглядывается. Как зашел в лес, так сразу ливневый град пошел. Какая погода сегодня странная. Солнышко, град, ветер, дожди. Уже прогревает. Тепло становится. Быстренько подошел. Хорошо, что вот маскировка, кажется, помогает, потому что обычно вот на такую дистанцию поползни не подпускали. Вот один поползень как раз был внизу дерева. И удалось несколько кадров сделать. Ну, один из них вроде бы нормальный. Якутские поползни. Люди из Европы приезжают, чтобы фотографировать нашего якутского поползня. Ситта Арктика. Ситта Арктика. Чуть не забыл. Вот поползни, они такие быстрые, что иногда момент упускаешь, или даже когда фотографируешь в определенной удачной позе, иногда получается смаз или какое-то там движение, или рука дрогнет. Поэтому я снимаю в серийном режиме, когда фотоаппарат делает несколько кадров при одном нажатии. И из этих кадров я выбираю самую четкую, удавшуюся без смаза. То у меня у фотоаппарата маленькая матрица, поэтому у меня ISO стоит 100. Вот такую погоду, такая солнечная погода. И диафрагма 5,6, а затвор одна 320, одна 400 получилось тут в лесу. Вот здесь тени, поэтому и много смазов получается, когда птица движется, или от того, что фотоаппарат двигается, дергается. И поэтому у меня стоит серийной съемки, и скорость затвора самую максимальную ставьте, потому что чем больше кадров, тем больше удачных кадров получается. В моем Sony RX 10 Mark IV это максимально 24 кадра в секунду. Ну, как будто видео снимаешь одним нажатием. Как-то так. Ну, у обычных фотоаппаратов, ну, у большинства, это 1/10 там, ну, то есть в секунду 10 кадров делает. Тоже нормально. Можно снимать. Насчет фокусировки хотел сказать.
я фокусируюсь по центру, там у меня точечная есть, такой режим, точечная фокусировка. И она фокусируется только в центре и очень маленький такой квадратик. Вот сфокусировался, потом кадр сделал и дальше нажал на спуск. А вот когда птица летит на чистом небе, типа вот, тогда фокусируюсь по всему кадру, потому что вот центральной точкой трудно попасть на птицу, которая летит, а тут фокус не может ухватиться, поэтому по всему кадру делаю фокусировку, тогда она быстро находит птицу, которая где-то в кадре, и нажимаю на спуск затвора. Например, сфокусировался, а вот когда объект мешает, если режим стоит по всему кадру, он будет фокусироваться на деревья, на то, что ближе всего. На фотоохоте, как и на обычной охоте, самое главное это удача, конечно. Но удача это вознаграждение за старание и за труд.